Здравствуйте, дорогие подписчики! Мы говорим о картах Таро. Сегодня мы разбираем карту Жезлы, восьмерка жезлов. Девиз этой карты «Накал». На ней изображено 8 ветвей, покрытых листьями. Они парят в воздухе, подобно стрелам. Все они летят параллельно друг другу под углом в 45 градусов. Не совсем ясно, приземляются они или взлетают. Они путешествуют над ближайшей рекой. На вершине холма, на заднем плане, мы видим замок. Исторически так повелось, что восьмерка жезлов означает скорость, путешествия в далекие страны и послания, приходящие из удаленных мест. Времена изменились, но значение этой карты стало еще более важным. Сегодня мы посылаем сообщения по телефону, факсу или по электронной почте. Наши сообщения путешествуют на далекие расстояния по радио или телеканалам и так же быстро, как восьмерка жезлов, летят по воздуху. Основное же значение восьмерки жезлов не изменилось до сих пор. Ее появление в любом раскладе Таро сигнализирует о стремительном развитии событий, о новых заданиях, новых формах мышления, намерениях и сообщениях. Когда вы увидите восьмерку жезлов в толковании романтических отношений, не удивляйтесь, услышав вскоре новости, которые преодолели определенное расстояние, чтобы добраться до вас. Вы можете отправиться в путешествие или послать ответное сообщение. Жезлы, изображенные на этой карте, могут даже быть стрелами Купидона, и вы окажетесь вовлеченным в отношения на расстоянии. Чтобы поддерживать их, вам придется воспользоваться современной техникой и электронными средствами связи. Традиционно восьмерка жезлов известна как карта стремительности. В астрологии она соответствует первым 10 градусам Стрельца, где Меркурий, посланник богов, занят своей экипировкой, чтобы преодолевать далекие расстояния быстро, легко и стремительно.